Вернемся к вопросу, который все свидетели Иеговы задавали себе в 2021 году. Что могло побудить руководящий совет принять антихристианские меры? Напоминаю, что до апреля 2021 года совесть каждого уважалась в вопросах медицинского лечения, а начиная с июля 2021 года совесть исчезла, нужно было принимать медицинское лечение, продвигаемое руководящим советом, другими словами, вакцину. Старейшинам даже было приказано не говорить плохо об этом лечении. Они получили это сообщение, которое я вам показываю, и в нем говорилось: старейшины должны следить за тем, чтобы не выражать личных мнений, противоречащих указаниям высших властей. Это свобода, свобода слова, да. Если у старейшины такое отношение, он должен немедленно прекратить. Ты представляешь, какая жестокость была в этом сообщении? В противном случае он может быть обвинен в создании разделений, в собрании. Что это означало? Это означало, что если ты старейшина, ты молчишь, не говоришь о вакцине, иначе тебя просто отлучат. Два свидетельства на английском, размещенные на сайте adverseeventsjw.org, помогают нам понять, что могло произойти. Вы можете найти их в описании этого видео. Свидетели Иеговы управляются некоммерческими ассоциациями. В Соединенных Штатах они имеют статус 501c3. Этот статус освобождает их от уплаты подоходного налога. Эти ассоциации имели возможность воспользоваться помощью, которую государство выделило для борьбы с кризисом COVID. И свидетели Иеговы, вероятно, получили 2 миллиона евро помощи между 2020 и 2021 годами. В сентябре 2021 года президент Джо Байден объявил о серии мер по борьбе с пандемией COVID-19, включая обязательную вакцинацию для сотрудников частных компаний, насчитывающих более 100 человек. И такие ассоциации, как свидетели Иеговы, некоммерческие, тоже считаются частными предприятиями, да. Эта мера быстро вызвала сопротивление со стороны многих штатов, компаний и учреждений. И 13 января 2022 года Верховный суд отменил обязательную вакцинацию для крупных компаний. Итак, вопрос: испугался ли руководящий совет потерять свой статус некоммерческой ассоциации и, следовательно, быть вынужденным платить до 150 миллионов долларов в год налогов? Это вполне возможно. Если это так, то он действительно раскрылся. Когда человек теряет доверие к Богу, особенно в материальной сфере, что мы обычно говорим как свидетели Иеговы? Часто мы цитируем отрывок из Малахии, глава 3, стих 10, который говорит: «Испытайте меня в этом, чтобы увидеть, не открою ли я для вас окна небесные, и не изолью ли на вас благословение до избытка». Но здесь члены руководящего совета проявили недостаток доверия к Богу. И более того, они распространили это обязательство по вакцинации на свидетелей по всему миру, хотя это могло касаться только местных работников в США. Но некоторые могут сказать, что члены руководящего совета действительно верили в это лечение. Так почему же они перестали его продвигать именно в тот момент, когда Верховный суд США принял свое решение? Это все-таки любопытно. Почему они не извинились после того, как выяснилось, что это лечение не работает, а приводит к катастрофам? Послушайте внимательно, что сказал член руководящего совета Джеффри Уиндер в ответ на этот вопрос. Исходя из этого, мы не смущаемся, когда происходят изменения, и нам не нужно извиняться за то, что мы не поняли что-то в прошлом. Эти слова действительно стали холодным душем для всех жертв кампании вакцинации. Итак, подводя итог, они боятся потерять деньги. Они манипулировали свидетелями Иеговы по всему миру, чтобы те приняли медицинское лечение, вакцину. Они быстро поняли, что ошиблись в январе 2022 года. И через несколько месяцев говорят: нам не нужно извиняться. Хуже того, они говорят нам задним числом: как мы можем воздержаться от дачи советов по здоровью? Снова брат Джеффри Уиндер говорит на утреннем богослужении, так что через несколько месяцев. Я думаю, это в 2024 году. Он говорит следующее: в этом сценарии наш друг доверяется нам. Он делится с нами проблемой со здоровьем, с которой сталкивается. Скажем, он рассматривает возможность медицинского лечения. Ах да, возможно, вакцина. И он хотел бы узнать наше мнение по этому вопросу.
Как быть скромным в этой ситуации? Ах, да. Конечно, мы действительно сочувствуем нашему другу. Мы хотим сделать все возможное, чтобы помочь ему. Но и здесь применяется основной принцип из 1 Коринфянам, глава 4, стих 6, а именно не выходить за определенные пределы. В такой ситуации является ли это нашей ролью? Является ли это нашей ролью давать свое мнение по вопросам здоровья? Сторожевая башня говорила, перед лицом болезни каждый взрослый христианин должен нести свою собственную ношу, брать на себя ответственность за выбор лечения. Другими словами, он нам это говорит, да, брат из руководящего совета, ты сочувствуешь, но ничего не говоришь о медицинском лечении. Не за, но не против. Но им действительно на нас наплевать. Они полностью отождествляют себя с фарисеями, когда Иисус говорит о них, делайте все, что они вам говорят, но не поступайте, как они, потому что они не делают того, что говорят. После того, как я ушел с поста старейшины, мы с женой перестали посещать собрания. Мы действительно чувствовали себя соучастниками, продолжая участвовать в этой религии. В результате старейшины из моего собрания пытались с нами связаться. Первый раз по СМС я ответил, что у меня нет никакой духовной нужды. Второй раз один из старейшин пришел к нам домой. Моя жена сказала ему, что он участвует в преступлении против человечности. В третий раз старейшина отправил мне СМС, в котором властно сообщил, что придет в такое-то время с координатором. Тогда я ответил ему, что это уже третий раз, когда он нас беспокоит, несмотря на наш отказ. Мы не будем колебаться использовать закон о преследовании, написал я ему. Статья 222-30, 3-2-2 Уголовного кодекса, если вы продолжите нам вредить. На следующий день мы каждый написали письмо в комитет обслуживания нашего собрания. Это письмо было просьбой об удалении наших личных данных и возражением против их обработки. Возражение против их обработки, да, это важный момент. Старые роботы, конечно, обратились за советом к филиалу, и в течение месяца ответили нам, перечислив все наши личные данные. Мы получили письмо от каждой местной или национальной ассоциации, владеющей нашими данными. Так что я, как бывший, получил 5. Моя жена получила 2 письма. Одно от местной ассоциации и одно от национальной ассоциации, культовой ассоциации свидетелей Иеговы, Франции, которая находится в Булонь-Биянкур. В письме уточнялось, что ассоциация имеет право хранить наши данные и что мы можем подать жалобу в ЦНИЛ. Это то, что мы и сделали. Мы подали жалобу в ЦНИЛ. С тех пор ЦНИЛ изучает юридические обоснования ассоциации. Это означает, что КНИЛ связалась с филиалом, что, вероятно, не доставило им удовольствия. Но важный момент. Никто не связывался с нами уже более 2 лет. Итак, в описании видео вы найдете документ, который объясняет, как запросить удаление ваших данных во Франции и подать жалобу в КНИЛ. Итак, я подробно описал процедуру онлайн, чтобы правильно подать эту жалобу. Поэтому не стесняйтесь использовать это и делать. Я напоминаю о процедуре отлучения, которую должны соблюдать старейшины. Сначала нужен мотив. Как правило, у них он находится довольно легко. Если, например, мы критикуем, как я, свою религию, нам могут упрекнуть в создании разногласий. Я воспроизвожу здесь части книги старейшин. Заботьтесь о стаде Божьем. Затем старейшины должны связаться с человеком предпочтительно устно, чтобы не оставлять следов. Если, как и я, вы не видитесь со старейшинами, потому что не посещаете собрания, это будет невозможно. Тогда они попытаются позвонить вам. В этом случае не отвечайте. Они попытаются отправить вам письмо с уведомлением о вручении. Не принимайте его. Проблема в том, что я возразил против обработки моих данных. Поэтому даже если они сохранили мои личные данные, они не смогут использовать их для отправки мне письма. И это хорошо работает, так как за последние 2 года я ничего не получил. И если я когда-нибудь получу письмо с уведомлением о вручении, я его откажусь принять. Процедура отлучения не сможет быть завершена. Если же, напротив, вы продолжаете посещать собрания свидетелей Иеговы и говорите старейшинам, что категорически отказываетесь встречаться с комитетом религиозной дисциплины, тогда они смогут вас отлучить. В этом случае
Единственное решение, чтобы избежать отлучения, сказать им, что вы придете с вашим адвокатом. И тогда они отступят. Это написано в книге старейшин. Итак, я знаю, что многие хотят выразить свое недовольство всем, кто сотрудничал. Я не говорю о духе мести, но нам всем нужно выразить свое недовольство. Ну, вы можете сделать это вежливо. Но Сьяса категорично. Сказать нет. Просто. Как? Будь вы свидетелем Иеговы, отлученным или нет, недавно или давно. Будь вы все еще свидетелем Иеговы, посещаете ли вы собрание или нет. Вот шаги, которые вы можете предпринять, и это не просто связано с вакцинацией. Знайте, что даже если вы были отлучены, возможно, 10 лет назад, 20 лет назад, Ассоциация религиозных свидетелей Иеговы Франции для Франции имеет ваши данные. Так что вы всегда можете это сделать. Она обязана предоставить вам, ассоциация обязана предоставить вам. И кроме того, хранит данные о том, что вы были отлучены в такой-то день. Итак, первое, прекратите передавать личные данные через пожертвования, через отчет о проповеди и так далее. И сразу же напишите письмо с просьбой об удалении ваших личных данных и возражением против их обработки в комитет обслуживания вашего собрания. Вы делаете это сразу, потому что если вы не подадите свой отчет о проповеди, сразу с вами свяжется старейшина. Если он вас спросит, почему ты делаешь мне этот запрос на удаление, вы говорите, это мое право, просто. Я не хочу, чтобы вы использовали мои данные для обработки. Если вы живете в другой стране, кроме Франции, попросите искусственный интеллект подсказать вам, как это сделать. После получения ответа от ассоциации или ассоциаций подайте, как указано, жалобу на сайте ЦНИЛ. Если вы живете в другой стране, подайте запрос в администрацию, которая управляет персональными данными. Итак, я для вас сделал, я повторяю, я для вас сделал подробный документ, а также демонстрационное видео. Вы найдете его в описании этого видео. Все это бесплатно. Вы имеете на это право. Поэтому вас не отлучат за это, если вы еще не были отлучены. После этого, если они когда-либо используют ваши данные, вспомните о паре из Бразилии, которая после того, как возразила против использования их личных данных, подала в суд на каждого старейшину, который решил публично объявить об их отлучении в зале царства. Итак, их отлучили, но они написали, наши личные данные, вы не имеете права разглашать их публично. Они это сделали, они проигнорировали их просьбу. И это дело совсем недавнее, и пара выиграла. Так что не думайте, что вы беспомощны. У нас есть средства для защиты. Если мы заранее считаем себя побежденными, мы ничего не добьемся. Многие люди говорят мне, это ни к чему не приведет, ты слишком мал по сравнению с гигантом. Нет, это не мы преступники. Мы должны изменить ситуацию, это нам не за что стыдиться. Поверьте мне, если нас будет хотя бы сотня в каждой стране, кто это делает, мы действительно будем досаждать Центральному комитету. И не только ему, но и всем другим мелким начальникам. Вас не отлучат, если вы это сделаете, и вы больше не будете бояться высказывать свое мнение. Таким образом, вы сохраните свои семейные отношения, если, конечно, члены вашей семьи все еще захотят с вами общаться. Но старейшины не смогут угрожать им за то, что они с вами общаются. Мне регулярно говорят, почему ты не отправишь письмо о выходе? Я выбрал эту религию, которая мне подходила. Согрешил ли я с тех пор? Нет. Оказывается, что управляющие этой религией, руководящий совет и другие согрешили и пытались нарушить мою совесть. Не мне уходить, а им. Я приведу пример. Я родился во Франции. Мне нравится эта страна, и я хочу здесь остаться. Это не потому, что президент Франции публично решил меня достать, я цитирую его слова, что я уеду из своей страны. Я останусь здесь и буду противостоять своему президенту. Вот почему я присоединился к коллективной жалобе против президента республики за его оскорбительные высказывания в адрес невакцинированных людей, таких как я. Будут ли эти действия успешными или нет, это не моя проблема. Я делаю это потому, что должен, и все. Я чувствую в глубине души,
Эти слова Мартина Лютера Кинга. Если человек умирает, когда отказывается защищать то, что справедливо. Человек умирает, когда отказывается бороться за справедливость. Человек умирает, когда отказывается занять позицию Ja. в пользу истины. И чтобы они хорошо поняли, что мы не обмануты их грехами, я хочу вызвать каждого члена Центрального комитета того времени, их было 8, на религиозный дисциплинарный комитет. Даже если шансы на проведение слушания невелики, я обращаюсь к вам. Нам нужно быть от 3 до 5 свидетелей, желательно бывших старейшин. Свяжитесь со мной лично, если вы готовы. Мой имейл freremessagmail.com без акцента. Мы напишем каждому члену Центрального комитета письмо с вызовом и уведомлением о получении, строго следуя инструкциям из книги старейшин. Таким образом, они испытают радость от того, что значит быть вызванными на религиозный дисциплинарный комитет. Если они когда-либо согласятся, мы, конечно, уведомим их об этом позже. Вы, возможно, задаетесь вопросом, какой мотив для отлучения мы можем указать. Ну, просто посмотрите на этот параграф из книги старейшин «Убийство». Да, конечно, не часто старейшинам приходится иметь дело с такой ошибкой. Говорится, что можно также быть виновным в пролитии крови, если спровоцировать смерть кого-то по небрежности. Итак, мы можем дать им преимущество сомнения и сказать, что вы думали, что поступаете правильно. Вы рекомендовали вакцину, и люди умерли. Ну, это убийство. На самом деле, что действительно более вероятно, это то, что мы хотели сохранить наши деньги, и десятки тысяч свидетелей Иеговы умерли. Итак, для этого вызова нам нужны свидетельства того, что применение советов, полученных от руководящего совета, привело к смерти. У нас уже есть такие на сайте Effects Indesirables GW.fr, но вы можете оставить свое, если еще этого не сделали. Видите, это тоже то, что вы можете сделать. Мы все можем действовать на своем уровне. И на следующей неделе я наконец расскажу о своем уголовном иске и о том, что каждый может сделать, используя правосудие своей страны.